К Новому году Татарстан подошел на мажорной ноте. 2018 принес рост экономики, увеличение доходов и, как следствие, больше денег от налогов для республиканской казны. Так, доходы консолидированного бюджета республики составили 316 миллиардов рублей, расходы 329 миллиардов. Более 70% этих денег пошли на социальные программы и повышение зарплат бюджетникам. Данные показатели – результат планомерной совместной работы республиканских предприятий и государственных органов. И, конечно же, большая работа ведется в республике по работе с задолженностью. Она достаточно большая, но у нас комиссия работает. На начало года, если взять, на 700 миллионов рублей мы сократили задолженность. Приехавший на коллегию первый вице-премьер страны Антон Силуанов похвалил республику за успехи на поприще экономики и финансов. Я знаю, что Рустам Нургалиевич лично работает с бизнесменами, с предпринимательским сообществом. Как мы видим, как открываются новые предприятия в Республике Татарстан. Это пример вообще для других субъектов Российской Федерации. Уже со следующего года Татарстану в числе других пилотных регионов предстоит опробовать для всей страны эксперимент по самозанятым. Как рассказали федеральные чиновники, пока в России о таком статусе заявили и готовы платить налоги только 2000 человек. Если нам удастся действительно убедить налогоплательщиков самозанятых, которые ведут бизнес, которых мы сейчас не видим, выйти из тени, то мы увидим и выведем из тени большой сектор экономики, который сейчас просто находится вне нашего поля зрения, и, соответственно, мы не видим эти доходы, и вы не можете их использовать, планируя расходную часть. Мне кажется, каждый заинтересован в том, чтобы взаимоотношения с государством были честные, и не было проблем потом и с пенсиями, и с медицинским обслуживанием. Как отметил Рустам Минниханов, чтобы налоговое новшество заработало в полную силу, людям нужно лучше объяснять. И чтобы самозанятые не боялись легализоваться, надзорным органам нужно умерить свой пыл. Да, если что-то случилось, это разбирать, это отдельная тема. Но там ходить, там какой пирожок ты там выпекаешь или еще какие-то вещи, не надо, значит, без повода. Еще одна новация следующего года – начало воплощения национальных проектов. По ним экономика и множество других сфер должны получить ускоренное развитие. Как заявил Рустам Минниханов, республика к такому марш-броску готова. Это не какая-то догма и не какая-то популистическая акция. Это вот то, чтобы изменить страну. И никто ее менять не будет. Это мы должны делать. Дмитрий Айринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань.